Плохие дороги, отсутствие тротуаров, нехватка образовательных учреждений, электро-, газа и водоснабжения. Самые актуальные проблемы, с которыми беспрерывно борются местные власти и жители. На встрече подводили итоги за 2018 год. Все насущные вопросы устранить не удалось, но много было сделано для их решения. Поступление, финансовые поступления, Hani yaşlı deha çoğuyor, ahabu çıdıyor, çoğu yaşlı deha olsun, patet bir lukvel ko, yok müzik hacca, video, data çoğunda diyor, data çadar diyor, tağını, hani yaşlı deha света, налог, имущественный налог, земельный налог, все зависит от всего этого. Говорили на встрече и о налогособираемости в селе. Дисциплина в этом вопросе со стороны жителей чрезвычайно важна. Низкая платежеспособность в значительной степени замедляет темпы социально-экономического развития населения Сурхахи. Население платит. Хау отведем, отчитайте, хавей судьён, таган. Озвучи 20%, 23% по сбору электричества. Свет, газ, вода. Местные жители, в свою очередь, низкую платежеспособность объясняют сразу несколькими причинами, основная из которых – слабая подача электроэнергии. Собираемость налогов соответствует низкому напряжению сети. Жизнь при свечах в 21 веке уже никого не вдохновляет. На встрече попытались выяснить, кто ответственен за электроснабжение и найти общие компромиссы самой больной темы. Злосчастный трансформатор стоит на улице Нагорной с 1963 года. Ветхие электропровода не выдерживают плохих погодных условий. Жители уже не знают, куда бить тревогу, ведь вопрос остается нерешенным даже после множества письменных и устных обращений в местные самоуправления и региональные сетевые компании. Старый трансформатор все время ломается. Рубильники и вот кабеля мы недавно сами меняли, поставили за свой счет, вызвали специалистов из МРСК и сами поставили за свой счет все. Вот он обеспечивает 2-3 улицы здесь, этот один трансформатор. Катастрофически не хватает напряжения в электросети. Из-за этого у нас сгорают приборы, холодильники, стиральные машины и тому подобное. Детям в вечернее время вообще трудно уроки делать, потому что напряжение в лампочке как свеча, как свечное напряжение. 120-130 вольт в ночное время. Дневное время 170-180 вольт. Трансформатор не рассчитан на такое количество домов. Электролинии изношены. Этим ответственные лица и объясняют причину низкого напряжения. О планах по устранению неполадок с электроснабжением в селе на сходе рассказал главный инженер МРСК региона. Согласно проекту, с 2019 по 2020 ожидается замена ветхих трансформаторов и проводов. Полностью носитель воздушный газ, кабельные линии ЖЭГ, трансформаторы уже где-то процентов 40 от села ЕС, 4-й фидер, полностью реконструируется и ЕС, ЭЗЕ, Халюр, 7-й фидер, и Экшенец, наши фидеры, участок. Насущной проблемой для региона остается и вопрос борьбы с отходами. Проблема экологии актуальна и для селения Сурхахи. Горы мусора, загрязненные овраги и несанкционированные свалки. На совести граждан или властей. Однозначного ответа нет, но в любом случае виноват человек. Главной темой обсуждения стала свалка вдоль русла реки Сурхахинка, которая вызвала ажиотаж в республике. Администрация не работает, глава администрации не работает. Администрация болы баччоңуз бутуш, депутатыш баччоңуз бутуш, веют тишонет. Не ана хау ашмеш кусмеш муш. Кусимеш ач. Так, шиихи ваю, сагу лорд дис орден, овраг лорд дис тутан. Тана центяли лобат. Говоря о социальном развитии, одним из долгожданных соцобъектов стал первый государственный садик в селении Сурхахи, который уже скоро планирует ввести в эксплуатацию. Дошкольное учреждение позволит не только создать 220 мест для дошколят, но и обеспечит рабочими местами жителей села. К строительству соцобъекта у присутствующих на встрече никаких претензий нет. Вопросы вызвала кандидатура на должность заведующей дошкольного учреждения.
Сделаем конкурс, да, я посмотрим на конкурс, В целом наблюдается положительная динамика социально-экономического развития сельского поселения Сурхахи. Построен дом культуры, где и провели сход, завершили строительство школы на 540 мест. Также начали возведение еще одного общеобразовательного учреждения на 720 мест. В то же время проведена работа по устранению проблем с водоснабжением. В прошлом году была проложена улица Киевская, там было 1450 километров водопровод мы проложили. По улице Овражной мы километр водопровод проложили. Там по обращению жителей улица Широкосма тоже 800 метров водопровод там заменен. Была запущена скважина артезианская, которая не работала с 2014 года, в прошлом году ремонт скважины, там за счет той же самых инвесторов, там они емкость построили сами, а так там насос, там кабель, то все это администрация провела ремонт. Население села увеличивается, в связи с чем возникают дополнительные вопросы по благоустройству новостроек, обеспечению соответствующей инфраструктуры. Чтобы подробно обсудить планы на 2019 год и пути решения существующих проблем, жители и представители местного самоуправления договорились организовывать сходы регулярно. Диана Дударова, Джамалел Тамасханов, Новости 24.